Безопасным вождением понимается выраженное в совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении или перестроении требований уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом, то есть не уступлению скорой помощи и так далее и тому подобное. Перестроение при интенсивном движении, так называемые шашки, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки для объезда препятствий, несоблюдение безопасного движения дистанции. То есть, когда ты под бампер другому водителю едешь, создаешь аварийную ситуацию, что он может затормозить, то есть это считается опасным вождением. Несоблюдение бокового интервала, когда вот под фуру есть на фуре мертвые зоны, когда ты к ней справа подстраиваешься, фура тебя может не заметит, переедет, и водитель не знает, что будет, он будет отвечать. Резкое торможение — это вот подстроение, когда сзади не может быть. Если это, естественно, если это нету такой препятствий, не, может кто-то проучить хочешь, там, вот, как тоже в России фур пытаются наказать. 200 МРОТ это составляет 12 тысяч рублей, при своевременной выплате это 6 тысяч рублей, то есть, ну, красный свет. Либо у него есть альтернатива, он может лишиться права на 3 месяца не платить ничего. Но при этом, если он заплатил 12 тысяч, права у него остаются. Мы понимаем, бывают разные ситуации, там, которые, может быть, вынудили. Ну, первый раз он ошибся, вот такая ситуация, накажем его рублем, либо на 3 месяца лишим права. Так как мы посчитали, что административный кодекс предполагает назначение наказания за повторность, мы ввели 7-й пункт в этой же статью и ввели понятие повторность. То есть, если человек не усвоил, что его не наказали рублем или лишили прав, повторность в течение одного календарного года с момента обязательно календарного года. Мы эти же статьи сделали также. Штраф такой же оставили, 200 МРОТ, 12 тысяч рублей. Но при этом мы сделали обязательным лишение права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев.